В преддверии масштабного спортивного события республика наполняется соревновательным духом. Основные события фестиваля развернутся на 3 спортивных площадках республики. Главная из них, где участники будут проживать и пройдет большая часть состязаний, современный спорткомплекс «Мужичи». Именно здесь сегодня встречают делегации. Организаторы и сами спортсмены высоко оценили выбор локации. Спорткомплекс «Мужичи», расположенный в живописной предгорной части Ингушетии, окружен величественными кавказскими пейзажами, что создает уникальную атмосферу для спортивных баталий. В первую очередь хочу оценить природу. Очень красиво, прям воодушевляет. Во вторую очередь здесь все очень организовано. Есть все условия для проведения фестиваля. Поэтому нам все нравится. 300 лучших студентов из 40 регионов России, а общее число гостей с учетом наставников, тренеров и судей превышает 450. Участники настроены максимально серьезно. Для многих из них этот фестиваль – главный старт сезона, возможность проверить свою готовность к труду и обороне на всероссийском уровне. Планирую сдать все на золото, готовился в течение месяца, мне позвонили, и вот я здесь. Объективность судейства – ключевой принцип проведения фестиваля. Судьи, которые также приехали сегодня, готовы к напряженной работе. Комплекс ГТО включает в себя 11 дисциплин. Это бег на короткие и длинные дистанции, метание спортивного снаряда, плавание, стрельба, а также силовые и гимнастические упражнения, такие как подтягивания, отжимания, прыжки в длину, наклоны вперед и другие. В личном зачете будет определяться первенство по каждому виду отдельно, среди мальчиков, среди юношей и девушек. И также в многоборье также будет личное первенство. В командном первенстве по итогам многоборной программы плюс гонка ГТО. Подготовка к мероприятию федерального уровня велась в Ингушетии несколько месяцев. Как подтверждают в Министерстве спорта республики, все прошло успешно. Фестиваль ГТО, я думаю, будет большим праздником для спортсменов, потому что 450 человек с разных регионов, это считай от Калининграда до Камчатки, собрались и будут соревноваться, а мы в свою очередь создадим для них условия, чтобы они могли в равных и бескомпромиссных соревнованиях победить и показать, на что они способны и какая у них готовность. 10 сентября запланирована торжественная церемония открытия фестиваля, а затем у участников будет день для последних приготовлений и акклиматизации. Первые старты начнутся 11 сентября, ознаменовав начало яркой и напряженной борьбы за звание сильнейших студентов страны в комплексе ГТО. Адам Гулов, Билал Ахильгов, Магаз 24.